Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. 1 июля в Женеве прошел 67-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием официальных представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Абхазская сторона не допускает альтернативы мирному конструктивному обсуждению всех существующих между нашими сторонами вопросами, отметил, комментируя итоги встречи в Женеве, глава МИД Абхазии Олег Барцец. В свою очередь в МИД России, комментируя итоги 67-го раунда женевских дискуссий, подтверждает приверженность продолжению работы в формате женевских дискуссий, который обеспечивает, цитата, «надежные переговорные рамки для постоянного прямого диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по постконфликтному восстановлению отношений между ними». Российская сторона обратилась с настоятельным призывом принять в соответствии с имеющимся мандатом дискуссии практические меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками. Его заключение не только придало бы ощутимый импульс переговорному процессу под эгидой женевских дискуссий, но и стало бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе в целом, подчеркнули в Москве. Российская сторона также отметила относительно спокойную обстановку на земле благодаря устойчивой работе имеющихся переговорных каналов дискуссий, включая ритмично проводимые раунды, круглосуточно функционирующие горячие линии связи, регулярно собирающийся на свои заседания механизм по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-юго-осетинской границе в населенном пункте Эргнет. Подчеркнута необходимость возобновления деятельности аналогичного механизма на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал, а также начало делимитации государственной границы Грузии с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Цитата: «Акцентирована недопустимость продолжающихся спекуляций Тбилиси на отдельных сюжетах гуманитарной повестки, что серьезно препятствует налаживанию конструктивного диалога в этом важном сегменте работы дискуссий». Буквально накануне очередного раунда вновь была принята ежегодно вбрасываемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Сделано это в нарушении имеющихся договоренностей по обсуждению указанной тематики в рамках женевских дискуссий, а также достигнута предварительная договоренность о проведении очередного раунда женевских дискуссий в ноябре. По сложившейся практике заседанию будет предшествовать серия консультаций национальных делегаций с сопредседателями. Продолжаем передачу. Евросоюз завлекает закавказские республики экономическими плюшками. Урсула фон дер Ляйен договорилась об укреплении связи с Ереваном и Баку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила турне по Южному Кавказу, пообещав укрепить связи с регионом за счет финансовой поддержки совместных транспортных и энергетических проектов. Среди прочего, глава исполнительной власти Евросоюза заявила об экономическом давлении на Армению и заверила, что европейские страны поддержат республику. При этом сами армянские власти настаивают, что настроены на дальнейшие контакты с Москвой. Целями нынешнего турне Урсулы фон дер Ляйен в две закавказские республики Еврокомиссия обозначила поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, улучшение транспортной связи по всему региону, углубление экономического партнерства с Южным Кавказом и, наконец, поддержку Еревана. Первым делом глава Еврокомиссии направилась в Баку, где 1 июля встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество в сфере энергетики. В 2022 году, когда Евросоюз искал альтернативы российским поставкам, Урсула фон дер Ляйен уже приезжала в Баку, чтобы договориться об экспорте азербайджанского газа в Евросоюз. За 4 года экспорт вырос на 65%, обратил внимание Ильхам Алиев, добавив, что азербайджанский газ на сегодняшний день получают 10 стран
стран Евросоюза. Почти 70% торговли Евросоюза на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном. Не без гордости, отметил азербайджанский лидер. Это партнерство стороны планируют расширять, заверила в свою очередь председатель Еврокомиссии. Азербайджан объединит свою энергетическую систему с Европейским Союзом. Это также создаст возможности для экспорта дополнительных объемов газа, заявила Урсула фон дер Ляйен и высоко оценила инициативу Баку о прокладке электрического кабеля между Азербайджаном и Арменией. Еще одним ключевым аспектом переговоров стала тема транспортных связей. В рамках программы Global Gateway, инициативы по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах, Евросоюз выделит до 200 миллионов евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Среди возможных проектов железнодорожное сообщение через азербайджанский эксклав в Нахичеванскую автономную республику и развитие Бакинского международного морского порта. Не менее амбициозные планы Урсула фон дер Ляйен огласила и в Ереване, куда она перебралась 2 июля. Фактически все заявления главы Еврокомиссии свелись к тому, что Евросоюз готов заменить Россию на Южном Кавказе, в том числе в качестве торгового и энергетического партнера. Мы можем перенаправить продукцию, которая в настоящее время в основном предназначена для российского рынка, на единый рынок Евросоюза с 450 миллионам потребителей. После того, как Россия ограничила импорт широкого перечня армянской продукции, включая овощи и фрукты, Брюссель выделил Еревану 34 миллиона евро для укрепления и диверсификации торговли. В скором времени Евросоюз направит Армении еще 18 миллионов евро, сообщила фон дер Ляйен и заверила, что 80% поставок из Армении в Евросоюз не будут облагаться пошлинами. К другой теме. Диалог состоялся по инициативе США, и это о многом говорит. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал недавнее телефонное общение Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди главных тем – Украина. Ранее глава Белого дома провел разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщают источники Reuters, лидеры планируют встретиться на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы обсудить варианты завершения конфликта. После Трамп может связаться с Путиным еще раз. Стороны договорились продолжить разговор на саммите НАТО в Анкаре, который открывается 7 июля. Украина будет обсуждаться, а Зеленский в числе приглашенных. После беседы с украинским лидером президент США созвонился с Владимиром Путиным. Здесь нужно отметить, раньше, в начале своей новой каденции, Трамп предпочитал сначала говорить с Путиным, а потом с Зеленским. Но в этот раз получилось наоборот. Как бы то ни было, нынешний телефонный разговор президентов России и США продлился около 1,5 часов. Обсуждали не только Украину, но и Иран. Путин со своей стороны также поздравил коллегу с 250-летием его страны. Российский лидер сообщил о своем видении положения дел на фронтах. Что дальше? Украина – важный вопрос предстоящего саммита, но не главный. На первом месте стоит выживание НАТО. Ключевое требование Америки – увеличение оборонных расходов выполнено лишь частично. Партнеры в обмен требуют гарантии безопасности. Отдельная тема – амбиции Реджепа Таипа Эрдогана. Он требует большего уважения, поставок современного оружия и участия в урегулировании мировых конфликтов Украины, Ирана, Сирии, Ливии и других. Подробнее тему мы обсудили с политологом Бесланом Камке. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Сегодня мы хотели обсудить несколько тем, и одна из них – это большое, скажем так, южнокавказское турне, даже как это иногда называют в средствах массовой информации, Урсулы фон дер Ляйен на Южный Кавказ. Она посетила и Баку, и Ереван, кстати, проигнорировала полностью Тбилиси, что тоже, наверное, мы обсудим, это интересно. Но прежде чем к каким-то конкретным вопросам перейти, как вам кажется, в чем тут особенность? Она очень много фишек и плюшек предложила на Южном Кавказе. Вот с чем это все связано? Да, здесь вот чего больше, экономического интереса или политического, тут сложно сказать, но и то, и другое явно присутствует. Ну, во-первых, политическая сторона – это сдерживание России, это очевидно. Второй момент экономический. Здесь экономический в том, что действительно те санкции, которые наложились на Россию, страны Евросоюза, естественно, нужно их компенсировать. Это речь идет о доставках энергоресурсов, в основном это газ,
это потоки, которые могут идти редкоземельных материалов со Средней Азии. Это все транспортные коридоры, которые будут проходить через Южный Кавказ, через Армению и Азербайджан. Поэтому здесь явно недостаток тех ресурсов, которые ощутимо, уже серьезно давят на экономику Евросоюза. Поэтому здесь срочно нужно использовать все эти коридоры максимально быстро, максимально эффективно и так далее. Поэтому здесь экономики, конечно, я бы сказал, даже больше, чем политики. Политика, само собой, подразумевает как-то общая цель Европы, в том числе Соединенных Штатов, это стратегическое сдерживание России. Это как бы она остается. Ну да, то, что были конкретные еще вопросы поставлены. Это компенсация всех вот этих издержек, которые Россия наложила на экономику Армении. Это компенсация вот, торговых проблем, которые возникают. Это беспошлинный экспорт армянской продукции в Евросоюз. 80% фактически всех товаров, которые будут отправлены, они будут беспошлиновыми. И компенсация всех расходов, которые понесла Армения за вот эти ресурсы, за эти санкции. И плюс еще большие проекты также выделяются на модернизацию Армении, модернизацию транспортных коридоров. Огромные средства выделяются на модернизацию экономики самой. Да. Одним словом, экономические такие дотационные варианты, они, конечно, ощутимы для Армении осуществлены. Ну, это и понятно, потому что нужно поддержать Армению, это очень важный момент. Ее курс, который наметился на Евросоюз, и здесь и обещания, которые были сделаны, они должны осуществиться в ближайшее время. Это речь идет о том, что Армения становится, скажем, кандидатом к вступлению в Евросоюз, как бы это ни парадоксально звучало, но это, например, скажем, той же Грузии или Турции, которые ждут десятилетиями, но, тем не менее, Армения в этом верит. Вот тут я хотела бы перебить вас и все-таки спросить, но все, что вы говорите, верно, действительно так и есть, они пытаются компенсировать те санкции, которые как будто бы накладывает экономические, да, Россия, там ситуация ухудшается, но когда мы видим какие-то официальные речи и заявления Никола Пашиняна, он как будто бы все еще говорит о том, как будто бы это позиция человека, который пытается усидеть на двух стульях. То есть он встречается с фон дер Ляйен и тут же заявляет о том, что недавно говорил по телефону с Михаилом Мишустиным. Да? То есть такое ощущение, что да, мы все это принимаем, но вот с Россией мы тоже пока еще дружим. Вот эта позиция насколько долго может продлиться? Вы знаете, вот модель поведения Пашиняна, вот то, как вы его характеризовали, оно вызвано социальной средой. То есть тот электорат, который остался, он все-таки голосовал, немалая часть, которая за оппозиционные силы. Он как бы хочет лавировать, хочет удовлетворить запросы как сторонников власти, так и со стороны оппозиции. Вот насколько это искренне, это уже самим гражданам понятно, но вызвано вот такое лавирование, политическое лавирование, то есть говорить и для тех приемлемые вещи, тезисы, они, в общем-то, вызваны вот именно удержать рейтинг, определенный рейтинг. Вот. Я думаю, что здесь за этим не стоит конкретные дела, выверенные чем-то прагматическим каким-то соображением, я имею в виду с точки зрения стратегического такого видения. Это ситуативно-номенклатурные вот вопросы, которые вот ради того, чтобы удовлетворить электорат. Он же все-таки понимает о том, что в обществе есть раскол, как-никак, он все-таки, если уж, ну скажем так, ну да, по результатам голосования, как оно проходило, тоже вопрос, но тем не менее большая часть, они остались в состоянии вот такого, ну скажем, непонятного состояния, опустошения, я бы сказал, да. Хотелось бы и другой аспект обсудить. Вот в частности, когда Урсула фон дер Ляйен была в Баку, они также обсуждали вопросы инфраструктурных больших проектов железнодорожного сообщения, превращения Баку в огромный порт, да, и тут
как будто бы мы сразу вспоминаем о маршруте Трампа, который тоже совсем недавно мы тут с вами в студии даже несколько раз и с разными экспертами обсуждали, как будто бы в Соединенных Штатов один план на Южный Кавказ, а у Европы есть альтернативный план. Вот тут что бы вы сказали? Хороший вопрос задали. Действительно, тут два проекта. Американский проект, как маршрут Трампа, который и тот проект, который Евросоюз сейчас предлагает и осуществляет, финансирует. На самом деле, да, вы затронули здесь, Евросоюз предполагает модернизацию Бакинского порта, модернизацию, проведение огромных финансирования терминалов, даже энергетический энергокабель будет проведен, так сказать, по которому будет передаваться зеленая энергетика, то есть от ветряного и солнечного, который может передаваться в Европу. Да, Урсула фон дер Ляйен действительно отметила, что очень важную роль именно Азербайджан играет именно как звено, которое связывает серединный путь, который тянется с Китая. Тут Евросоюз заинтересован именно в китайском сотрудничестве экономическом, торговом, что Соединенным Штатам не очень нравится. И здесь вопрос расхождения интересов, можно сказать. Соединенные Штаты отвечают на проекты Евросоюза как вспомогательные и только на условиях Соединенных Штатов, как бы эти европейские всякие проекты, которые сейчас осуществляют, они должны быть встроены в трамповский проект. То есть здесь главенство должно политика и видение Соединенных Штатов, в целом Южного Кавказа, который связывает Центральную Азию и Китай. Соединенные Штаты здесь преследуют другую цель. Не просто экономические транспортные коридоры развивать, а еще и контролировать экономику Китая. То есть как бы сдерживать его здесь, на этом узком таком, так сказать, месте, так сказать, Южного Кавказа, где можно контролировать этот 44-километровый трамповский, скажем, коридор, в Синюкском регионе, что проходит, она действительно и полностью контролировать Соединенными Штатами, и все остальные европейские проекты должны встраиваться в эту концепцию американскую. Поэтому здесь у Евросоюза, возможно, возникнут другие проблемы, связанные с этим сдерживающимися моментами. То есть американцы более жестко действуют здесь в плане контроля. Да. И здесь больше не экономики, а больше политики. Тогда как у Евросоюза больше экономики, потому что она задыхается от недостатков именно ресурсов, именно энергетических ресурсов и редкоземельных ресурсов. Тогда как у Соединенных Штатов есть возможности и другого варианта развития, именно Китай. Для них Китай важный ресурс, важное направление. Еще повторяю, что здесь, по всей видимости, вся мировая политика сегодня Соединенных Штатов, если касаться, то для нее это сдерживание Китая. Не сдерживание России столько, сколько сдерживание Китая. Это интересно, потому что получается, что, если я вас правильно поняла, Европа хотела бы сотрудничать с Китаем, а Америка хотела бы сдерживать Китай. То есть это совершенно разные цели, и получается конфликт какой-то определенный. Да, вы правы, да. Да. Есть такая есть. Да, интересно другое еще. Грузия как будто бы практически полностью выпала из европейского актуального плана. Они ее уже не посещают. Урсула фон дер Ляйен туда не съездила, хотя, как мы понимаем, Грузия тоже часть Южного Кавказа. Что тут можно сказать? Да, это знак, что Грузия не выполняет рекомендации Евросоюза. Это очень большой пакет законодательства, законов, которые Грузия должна принять, где она должна принять все стандарты, существующие в Европе. Это защита меньшинства, право на защита, скажем так, гендерных проблем,
разрешения гендерных вариантов именно в европейском понимании Да. и практике, да, европейского вот, привнесения его в законодательство Грузии, что, естественно, это сильно, так сказать, меняет идентичность, скажем, грузинское государство. Поэтому здесь очень много таких давящих моментов. Я думаю, что выжидательную позицию занимает пока. Я думаю, что вряд ли это к чему-то вернется. Вернется ли Грузия? Ну, скажем, это сложно представить, что она, так сказать, после того, как такой период она прошла, она ощутила на себя, что означает давление со стороны Евросоюза. Вот, вплоть до открытия второго фронта и так далее. Мы все это знаем. Таким образом, да, Грузия пока наказана по тем знаком, который продемонстрировала Урсула, да, фон дер Ляйен. Но я хочу вам сказать, что Грузия таким образом демонстрирует сегодня успех в ее многовариантности, многополюсном развитии, да, и это может тоже раздражает, кстати говоря, что Грузия дает повод, образец о том, как можно, уходя из зоны европейского влияния, оказаться более успешным варианте развития. И это, может, подает знак и другим республикам, что вот именно эта сторона больше всего раздражает Евросоюз, что Грузия находит успех в других направлениях, что это может быть примером подражания для той же Армении. Это в интересная будущем, мысль. Да. Хотела бы к другой совершенно теме перейти. Мы знаем, что состоялось 2 телефонных разговора. Дональда Трампа вначале ему позвонил Владимир Зеленский, поздравлял с Днем независимости 4 июля. Потом состоялся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот тут что важно, какие темы они обсуждали, самое ли важное Украина, вот главный итог вот этих всех разговоров. Да, это стало приурочено 650-летию независимости Соединенных Штатов. Да. Вот очень длительные переговоры шли по звонку. Это около 1,5 часа Трамп разговаривал с Путиным. Но и здесь, конечно, были затронуты проблемы Ирана, Ближнего Востока, проблема связана с Украиной, урегулирование проблем Украины и космическая программа, также совместная американо-российская программа, вот, которая должно запуститься в ближайшее время. И это тоже знак, кстати говоря, хороший знак о том, что Соединенные Штаты все-таки подает знаки о том, что есть, ну, скажем так, глобальные интересы, стратегические интересы, тем не менее, с Россией они остаются, помимо расхождения всех на остальных регионах, но остаются такой. Это очень хороший знак, что именно вот эти все вопросы конфликтного характера, которые вот расхождением были. Но тема о космосе, о совместном освоении космоса, это, в общем, дает надежду о том, что будут выделены какие-то совместные точки соприкосновения. Да, и что я хотел сказать, действительно, разговор был по инициативе Трампа, телефонный разговор, но интерес здесь был у Трампа следующий, что на следующей неделе будет саммит НАТО в Анкаре. Да, в Турции. И, конечно же, Трамп хотел бы непосредственно скорректировать свои планы, свое видение вот перед поездкой как у президента России, и так и у Зеленского. Да. И это, в общем-то, дает, так сказать, говорит о том, что Трамп все-таки держит эту проблематику как бы приоритетной. И я думаю, что в отличие от других экспертов, которые говорят о том, что у Соединенных Штатов есть такие интересы, которые ну, скажем, невозможно выделить или распознать, на самом деле есть интересы у Соединенных Штатов, это урегулирование этого вопроса украинского. И это на самом деле Трамп в этом заинтересован. Но в чем? Почему? Потому что у Соединенных Штатов есть более серьезные вызовы на Юго-Восточной Азии.
и Китай, в лице Китая, где ресурсы и все возможности, какие есть, они должны быть направлены туда. Для того, чтобы освободить эти ресурсы, нужно урегулировать вопрос, связанный с Украиной. Вот здесь, да, и еще другой вопрос о том, что Соединенные Штаты видят, что эскалация может привести к серьезному столкновению России с блоком НАТО, и это, в общем-то, осложнит проблему Соединенных Штатов в достижении золотого века, который она все-таки ставит эту проблему, и в речи это прозвучало в дне празднования. То есть Соединенные Штаты хотят, конечно же, на условиях Соединенных Штатов, чтобы мир был заключен, но на условиях имеется в виду, что Украина должна оставаться государством, она должна быть жизнеспособным государством, и что вот здесь должен быть компромисс с Российской Федерацией. На что не идут европейские страны, где для них компромисс это больше, чем компромисс. И поэтому здесь я думаю, что вот этот знак, который сегодня мы видим в звонках, это говорит о том, что все-таки перспектива урегулирования Соединенных Штатов открывает эту перспективу. И я думаю, что здесь есть, ну, скажем так, хорошее видение перспективы. Я думаю, что милитаризация Европы, которая вызвана тем, что она не способна сегодня экономику переориентировать на гражданские сектора, гражданскую потребности, оно сегодня может привести к глобальной катастрофе, то есть к Третьей мировой. Поэтому Соединенные Штаты понимают, вот сдерживать теперь приходится не только Россию, но сдерживать Соединенные Штаты приходится и Евросоюз в лице 3 стран, которые мы все знаем, как тройка самых таких принципиальных. Да. Это Британия, Германия и Франция. Да. Беслан Астамурович, огромное спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.